Мир вам, мои драгоценные. Вечерняя молитва к Господу, 25 августа. Хвала, честь и слава Господу Богу. В Священном Писании Библии написано: «Откуда придет мне помощь моя?» Я поднимаю очи на гору белоснежную твою. Верю, что придет помощь с небес, с тех высоких гор, где живет Господь. Мои драгоценные, Господь есть везде. Многие люди думают, что только в церкви там Бог обитает. Бог рядом с каждым человеком, и Он стучится в каждому человеку в сердце, которые еще не познали Господа Иисуса, чтобы люди приняли Иисуса Христа, потому что сердце человека — это дом, это храм Господа Бога, в котором Бог желает жить Духом Святым и управлять человеком, чтобы человек где-то не погиб, чтобы не попал в руки дьявола, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. И вы сами видите, как есть хорошие люди, и с ними случаются какие-то бедствия. Чтобы с вами это не случалось, а если даже и случится, то Господь Иисус заберет на небо в рай, потому что все равно когда-то человеку нужно умереть, а потом суд Божий. Суд Божий будет не за то, что вы там грешили. Суд Божий будет за то, что люди не приняли Иисуса Христа как своего персонального Спасителя. В то время, когда в Откровении написано: «Се стою и стучу». Господь Иисус желает войти в сердце, в разум и в жизнь человека, управлять человеком, как водитель машиной. Чтобы машина нормально двигалась, то водителю необходимо изучить правила уличного движения. И чтобы человеку жилось успешно, человек обязан изучить Новый Завет Господа Иисуса Христа, Евангелие, всю Библию почитать на примерах людей, которые согрешали, что их постигло, и людей, которые исполняли заповеди Иисуса. Им мир и благодать и успешная жизнь. Будьте благословенны, дорогие. Я прошу, Господь Бог, благослови всех моих подписчиков, моих родных, и даруй тихо, мирно спать эту ночь, Господи. Защити нас, Боже, Твоими ангелами. А я Тебе, Господь, воздаю хвалу, честь и славу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.